Спорт, наука, творчество, образование. В столице проходит просветительский марафон «Знания первые». Лекции абхазским школьникам читают знаменитые абхазские и российские артисты, ведущие, спортсмены, общественные и государственные деятели. В Абхазской государственной филармонии «Аншлаг» у учащихся абхазских школ и студентов есть возможность пообщаться со знаменитостями и выдающимися личностями. Мир освещается солнцем, а человек – знанием. Сфера образования играет самую важную роль в воспитании подрастающего поколения. Эта мысль прослеживается на протяжении всего просветительского марафона «Знания первые». Мероприятие посвящено 80-летию атомной промышленности России. Открыл встречу с учащимися страны президент Бадра Гунба. Сегодняшний марафон, который посвящен 80-летию атомной промышленности, можно назвать совместным образовательным проектом Абхазии и России. Он открывает для нашей молодежи новые возможности. Мы живем во времена, когда знания и технологии решают будущее стран. И сегодня, как никогда, важно, чтобы молодые люди понимали, именно они носители энергии будущего. Уже сегодня в наших школах открываются атом-классы, где ребята получают знания, которые помогут им стать инженерами, учеными, создателями новой реальности. Глава государства отметил, что именно здесь, в Сухумском физико-техническом институте, трудились выдающиеся ученые, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть общей истории. Организаторы проекта «Российское общество знания» совместно с Росатомом и Минпросвещения Абхазии. Для Российского общества знания большая честь сегодня быть здесь. Марафон, который посвящен 80-летию атомной промышленности, если мы посмотрим чуть-чуть за рамки нескольких лет, то мы поймем, что в 1950 году именно здесь, в Сухуми, был открыт научный центр, благодаря которому атомная промышленность, которую мы видим, сегодня так развивается. Именно здесь научные сотрудники, технический потенциал республики дали то, что мы видим сегодня, безграничные возможности атомной промышленности. Я очень рада тому, что праздник знания проходит именно в Республике Абхазия. Образование – это фундамент, на котором строится будущее любого государства. Именно знания, полученные в школе, в университете, на подобных марафонах, дают вам, дорогая наша молодежь, старт в большое уверенное будущее. Символично и то, что марафон знаний открывается в преддверии праздника Победы, подчеркнул министр иностранных дел Олег Барцыц. Сегодня у абхазских школьников есть возможность получать знания под мирным небом и идти вперед, отметил глава внешнеполитического ведомства. Сегодня в мирной, динамично развивающейся, свободной и суверенной Абхазии мы открываем столь масштабное событие, идеи и цели которого устремлены в будущее. Мы строим мирные планы, мы говорим о самом главном, об инвестициях в будущее, об интеллектуальных инвестициях. Мы говорим об образовании. Ведут мероприятие знаменитые ведущие Юлия Барановская и Дмитрий Щеголев. На сцену к абхазским школьникам один за другим выходят выдающиеся спортсмены, деятели культуры, науки и искусства. Во всех культурах, то, что касается ценностей, традиционных ценностей, того, что называется морально-нравственным кодексом, хотя, конечно же, культуры уникальны, и в этом их ценность культуры, в том, что они отличаются друг от друга, в том, что каждая культура своеобразна, и то, что культура – это основа идентичности, основа не только, вот, знаете, идентичности, то, что касается самосознания, основа политической идентичности.
Жить нужно интересно, говорит народный артист Абхазии и России Евгений Князев, цитируя абхазских и российских поэтов. Особую часть в своей лекции он уделил абхазскому просветителю Дмитрию Гулия, зачитав его стихотворение, переведенное на русский язык. Книгу умную заметив, познакомьтесь с ней скорее, не встречал на белом свете я источника щедрее. В жизнь иди прямой тропою, стань для слабого защитой и храни, гордясь судьбою, честь души своей открытой. Учат родители, школа. И если и те, и другие сумеют вложить в них, то тогда человек начинает кем-то становиться. Вот моя задача, чтобы у молодых людей возникало желание кем-то стать, чтобы не быть потребителями и не быть вот такими людьми приземленными, а людьми немножечко смотрящими вверх. Участники обсудили роль атомной отрасли в энергетике, медицине и даже в космосе, а также перспективы, которые она открывает перед молодежью. Спортивная часть мероприятия была не менее интересной. Лекцию абхазским школьникам прочитал заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия, заслуженный тренер по футболу, кавалер ордена Леона Рафаэль Ампар. Он рассказал о большой и богатой истории спорта в стране и подчеркнул, что сегодня абхазские спортсмены достойно выступают на международных площадках под собственным флагом. Дорогого стоит видеть, как этот флаг развивается над твоей страной. Поэтому я вас уверяю, что спорт – это та сторона, которая на самом деле дает миру понять, что есть Абхазия, есть маленькая республика, но в ней очень хорошие спортсмены. В ней есть люди умные, грамотные, образованные, сильные, крепкие. С нетерпением абхазские школьники, юные спортсмены ждали знаменитого футболиста Андрея Аршавина. Перед его лекцией они собрались у дверей филармонии, чтобы взять автограф и сфотографироваться с российской звездой футбола. Сегодня ты познакомился с футболистом. Какие у тебя впечатления? У меня вот очень мантраж такой был. Очень я счастлив, что он мне даже на футболке расписался. Вот, мне очень понравилось. Какие у вас впечатления от встречи с футболистом? Невероятно. Я очень рад. Я тоже очень рад, это не передать словами. Еще Эмоции. он расписался, вообще очень хорошо мы его встретили, он тоже доброжелательный человек. Вы сколько лет футболом занимаетесь? 5 лет. Вы в одной команде? Да, в «Динамо». Я 6 лет. Когда вам сказали, что футболист такой приедет, вы готовились, да, уже с вечера? Да, я сразу думал, что ему дать на роспись. Готовился, нервничал, думал, что он не приедет. То же самое подготовил, вот у меня есть вот такие фотографии, он расписался. А затем у юных спортсменов была возможность пообщаться с футболистом и задать ему вопросы. Уникальной возможностью взять эксклюзивное интервью у спортсмена воспользовались и мы. Как вы оцениваете футбольную школу Абхазии? Знаю, что наша школа сюда приезжала и на сборы. Но в целом мне трудно оценить, честно, футбол в Абхазии. Я знаю, что 8 команд участвуют в чемпионате страны. Второй дивизион создали, да? Это как мне сказали, сельский чемпионат, но играют все выходные в городе Сухум. Что футболисты, то, что я говорил на встрече, Заур Тарба, из нынешних, кто играет в Черноморце, вот что могу сказать. В Абхазии сегодня есть филиал «Зенита». Несколько школ существует. Какие открываются перспективы перед этими детьми? Какое у них будущее? Ну, смотрите, во-первых, к нам ребята, которые здесь занимались в филиале, они к нам приезжали. Мы очень долго смотрели юношу 2009 года, Смыр у него фамилия. Сейчас говорят, что у него травма, вот я сегодня как раз спросил. Поэтому я думаю, что если здесь будут появляться талантливые футболисты, и их будут брать любые команды,
неважно, там «Зенит», «Спартак», я не знаю, клуб «Сочи», «Краснодар». Главное, чтобы их мастерство удовлетворяло запросы клубов. Вот и все. А вот сейчас вы общались с нашими детьми, с нашими футболистами, с юными. Какие впечатления у вас от общения с ними? У них очень много вопросов было, к сожалению, не все они успели задать. Ну что, как и в любой точке, куда бы я ни приезжал, мне кажется, это позитив. Им интересны те факты из моей футбольной биографии, которые интересны везде. Понятно, что первый вопрос был про покер на Энфилде против Ливерпуля, про Россия, Голландия и так далее. То, что они могут знать из интернета, потому что у них уже такой возраст, они, наверное, некоторые, большинство и не видело, наверное, как я играл. Но в целом приятно, что все равно интерес ко мне есть. А самой Абхазии какие впечатления? В целом, ну что, очень красиво у вас, много зелени, горы ближе, чем в Сочи к морю. К сожалению, сейчас не сезон мандарин, да, говорят, что когда у вас тут мандарины, все это все желтая страна. Это мне еще Максим Деменко рассказывал, когда я играл за Кубань, недолгий свой перевод. Очень гостеприимный. И мне надо здесь побыть, и все, что я слышал, ну, я думаю, мне бы здесь понравилось, если бы я остался на дольше срок. И крайний вопрос. Что бы вы сегодня посоветовали юным футболистам? Больше играть в футбол, больше находиться с мячом. И как мне успели уже сказать, я с вашим руководителем футбола ехал сюда на машине, да, он сказал наоборот, то, что вот в большинстве стран пропало, что футбола во дворе нет, то у вас как раз это супер, плюс климат позволяет, и по большому счету ваши дети, кто хочет, они могут 24 часа каждый день и 365 дней в году находиться с мячом, потому что климат и условия позволяют. Мероприятие продлится до 28 сентября. Гугут Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.